Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В этом году город Канаш отмечает свой 95-летний юбилей. К этой дате приурочили открытие нового фонтана в Центральном парке. Заработала онлайн-площадка «Самый лучший город на земле». Юбилейными знаками награждают почетных граждан города. Канашцы участвуют в онлайн-выставках и конкурсах. О том, как Канаш встречает свой солидный юбилей, Павел Демин. С начала марта и по сегодняшний день в городе Канаше запрещены все культурно-массовые мероприятия. Также в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановлен допуск посетителей в учреждения культуры. Не проводятся спектакли, музыкальные концерты, выставки и приостановлена деятельность библиотек. Однако за это время канашские учреждения культуры успели не только протестировать, но и внедрить дистанционный формат взаимодействия с посетителями. Самый яркий тому пример – это концерт без зрителей на 9 мая у Дворца культуры, который был доступен в режиме онлайн. Сегодня мы посетим все культурные учреждения города и посмотрим, как они изменились за последнее время. Узнаем, готовы ли они к полной отмене всех ограничений и началу работы в старом формате. Дворец культуры прошел успешно экспертизу по капитальному ремонту большого зала, сцены и гримерок. Все подробности рассказал Садовский Сергей Николаевич. Уважаемые канашцы, городской дворец культуры поздравляет всех жителей нашего любимого города с празднованием 95-летия. Наш дворец, он работает, трудится, и мы готовим видео поздравления для всех жителей нашего города. Мы приготовили маленький сюрприз, который вы, я надеюсь, оцените. Это новая песня о нашем городе. Хочу сказать то, что наш дворец к празднику, к празднованию 95-летия подошел с маленькими приятными сюрпризами. Дело в том, что благодаря нашей администрации, благодаря нашему главе администрации нам выделили средства, и в нашем зале, в нашем большом концертном зале появились новые кресла. Эти кресла очень удобные, и я надеюсь, когда мы выйдем на третий этап, вы все оцените удобство нахождения в зале. Это еще не все. Дело в том, что мы получили положительную экспертизу на проведение капитального ремонта в нашем большом зале. И если все удастся, то в скором времени наш зал преобразится. Еще в прошлом году совместно с администрацией жителями города был утвержден проект реконструкции летнего парка Дворца культуры. Буквально на этой неделе к нам приезжали представители московской фирмы, которая занимается проектом нашего летнего парка. И если все сложится удачно, то в сентябре месяце начнутся работы по благоустройству нашего летнего парка. В рамках реконструкции кардинально изменится наш парк. Появится сухой фонтан, появится новая сцена, зоны отдыха для родителей с детьми, для молодежи. В ходе реконструкции изменится и территория обелиска славы воинам-вагоноремонтникам. Он преобразится в лучшую сторону. Оценят изменения и автолюбители. Дело в том, что вокруг этой территории будет предусмотрено достаточно большое количество парковок для посетителей летнего парка, ну и, конечно же, Дворца культуры. Благодаря администрации города, республики и министерству был проведен ремонт крыши художественной школы. Закуплена новая мебель, приобретены мольберты и натюрмортные столы. Заменена целиком система отопления здания. К 95-летию города в художественной школе оформлена выставка. Подробности рассказала Янбашева Ольга Петровна. В нашем городе сейчас к празднованию 95-летия оформлена выставка «Мой город». Детские работы оформлены на планшете здесь. И, ко всему прочему, у нас еще выставлены здесь в выставочном зале работы выпускников наших. Дипломные работы, в живопись, рисунок, композиция в разных техниках. Также о своем отношении к изменениям, произошедшим в художественной школе, рассказала ее ученица Королева Ангелина. Я училась здесь 11 лет. Сначала ходила в студию, потом класс ФГТ, в котором училась 4 года. Здесь все очень изменилось. Появился гончарный круг, муфельная печь, интерактивная доска. Появилось много бюстов, много мольбертов. Школа тотально преобразилась. К учебному году готовы. Будем надеяться, что учебный год 1 сентября состоится, начнется, и дети все придут в школу.
Я хотела бы выразить огромную благодарность всем учителям этой школы. Они всегда поддерживали меня, всегда верили в меня и научили практически всему, что я сейчас знаю по художественной части. Я получила здесь достойное образование и планирую продолжить свою карьеру по данному профилю. Самым долгожданным событием 2020 года для активных читателей города стал ремонт помещения Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки. В ходе работ прошла замена окон, межкомнатных дверей и линолеума. Был проведен полный ремонт абонементного отдела. Но библиотека – это в первую очередь книги, а их пополнение рассказала Никанорова Римма Карповна. Самым главным и важным для библиотек, конечно, является возможность пополнения и обновления книжного фонда. В начале года мы провели очень большую работу по изучению запросов наших читателей, потом по заказу по прайс-листам книг в лучших издательствах нашей страны. И смогли закупить более 8 тысяч новинок лучших издательств, Чувашского книжного издательства, знаменитого издательства «Детская литература», «Эксмо», «Азбука Атикус», АСТ. И надеюсь, сейчас эти книги, они у нас в обработке, и надеюсь, что в скором времени мы сможем порадовать наших читателей лучшими новинками. Сегодня наши читатели уже привыкли, мы работаем с ними, встречаемся онлайн. В соцсетях, в наших площадках ВКонтакте, в Инстаграм мы размещаем наши мероприятия. Читатели участвуют в наших квестах, викторинах. Мы очень этому рады. Надеемся, что очень скоро мы сможем с нашими читателями встретиться не в онлайн, а в стенах нашей красивой библиотеки, на наших литературных вечерах, встречах с интересными людьми. Мы очень соскучились, мы вас ждем. Для повышения качества художественного образования имеет большое значение оснащение образовательных учреждений сферы культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Благодаря средствам, которые были выделены из бюджета города и республики, в музыкальной школе появились новые инструменты, о которых рассказала Андреева Лиана Анатольевна. Рояль, пианино, новый немецкий аккордеон «Вельтмейстер» – инструменты, от которых давно мечтали наши преподаватели и ученики. Ксилофон – инструмент, который очень украсит выступления ребят, занимающихся в эстрадных ансамблях и в оркестрах. Новые инструменты – замечательный подарок к началу нового учебного года и к юбилею нашей школы, которая исполнится в этом году 65 лет. Выражаем огромную благодарность правительству Чувашской республики, Министерству культуры и администрации города Канаша. Спасибо за заботу и внимание. Самым интересным приобретением школы, конечно же, стал ксилофон, один из самых древних и загадочных инструментов. В нашей школе в этом году произошло, можно сказать, историческое событие. Впервые за 65 лет существования школы мы приобрели ксилофон. Это очень интересный ударный музыкальный инструмент. Мы давно мечтали об этом. Если не открыть класс, но заиметь в своем музыкальное хозяйство вот такой необычный инструмент. Чем он хорош? Он хорош тем, что звук его чарует. Это как колокольчики, это какая-то загадка, даже порой это мистика, это какая-то настороженность. Или наоборот, звонкая, ребячья беготня по ступеням, по лестницам. Большое спасибо школе за такое прекрасное приобретение, за этот инструмент. В Канашском городском парке культуры и отдыха продолжаются активные работы по благоустройству территории. Все жители города уже привыкли к 2 фонтанам у входа в парк, а на днях был установлен небольшой фонтан в самом парке. В этом году у нас в летнее время запланированы работы по ремонту монумента славы. Данные работы они ведутся и выполняются в срок. Также установлен забор протяженностью 110 погонных метров. В будущем у нас получается до конца года это асфальтирование участка проезжей части. Договор уже заключен. Закуплены цветники, фонтан. Идет договор поставки на светильников. Это то же самое к монументу славы. Устанавливаем брусчатку около монумента славы. Ведутся работы по лыжной трассе, где будет установлена трибуна, потом трамплин
и мужской, и женской раздевалки. 95 лет тому назад родился наш замечательный город. Из маленькой станции с поселка Шихраны город превратился в большой, современный, индустриальный. В рамках проведения 95-летия города Канаш было подготовлено ряд мероприятий. Но, к сожалению, в условиях коронавируса эти мероприятия проходят в другом формате – в дистанционном, в онлайн-формате. На сегодняшний день все учреждения культуры готовятся к открытию нового творческого сезона. А это осень. Я думаю, люди по достоинству оценят наши новые концертные залы, наше новое оборудование, музыкальные инструменты и то, что построено и отремонтировано в течение лета. Павел Демин, Елена Блатцева, «Вести недели». Добрый день, уважаемые жители города Канаш и Канашского района. Я сегодня хочу остановиться на оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. С 2020 года в Чувашской республике оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. Кому же она оказывается? Эта социальная помощь оказывается малоимущим гражданам по 4 направлениям. Первое направление – это поиск работы. Второе – по прохождению профессионального обучения. Третье – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. И четвертое – на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации. Первое направление – поиск работы. Денежная выплата гражданам, заключившим социальный контракт на трудоустройство, будет выплачиваться ежемесячно в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, которое установлено в Чувашской республике за второй квартал предыдущего года. В этом году эта сумма составляет 10 134 рубля, но не более 12 месяцев. Второе направление – это прохождение профессионального обучения или переподготовки. Гражданин, заключивший социальный контракт на это направление, получает ежемесячно во время обучения стипендию в размере 10 134 рубля, но не более 3 месяцев. Также оплачивается курс обучения, но не более 30 тысяч рублей за курс обучения. Также в случае стажировки работодателю оплачиваются расходы на проведение стажировки этого гражданина. Третье направление – это на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или открытие крестьянского фермерского хозяйства. Человек, который желает стать индивидуальным предпринимателем, может заключить социальный контракт и получить единовременно денежную выплату в размере затрат на осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с заключением межведомственной комиссии, но не более 250 тысяч рублей. При этом он подписывает обязательство, что будет осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность не менее 36 месяцев со дня заключения социального контракта. Четвертое направление – это на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление жизненных ситуаций. Кто же может заключить социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации? Первое – это инвалидность у обоих неработающих родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Инвалидность у обоих неработающих супругов в одиноких супружеских парах. Третье – это семьи, воспитывающие 4 и более детей. Четвертое – наличие детей у несовершеннолетнего лица. Пятое – инвалидность у одиноких неработающих граждан. И шестое – это единственный родитель, который воспитывает 2 и более детей. Денежную выплату по четвертому направлению можно направить на приобретение товаров первой необходимости, также на лекарственное обеспечение, на лечение, а также обеспечение потребностей семьи в услугах дошкольного образования. На сегодняшний день с малоимущими гражданами города Канаш заключено 120 социальных контрактов на сумму более 7 миллионов рублей. По Канашскому району заключено 78 социальных контрактов на сумму более 5 миллионов рублей. Для заключения социального контракта просим обратиться по телефону горячей линии 224 92 в отдел социальной защиты города Канаш и Канашского района.
Социальная акция «Школьный портфель» с большим размахом сегодня проходит в городе Канаше, ведь она совпала с открытием нового магазина «Планета. Одежда и обувь». Сегодня в субботний день горожане и гости Канаша с удовольствием посетили его, ведь здесь найдется вся одежда и обувь для всех возрастов, игрушки, постельные принадлежности и многое-многое другое. Особенно открытие магазина ожидали дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ведь для них руководство магазина подготовило особый подарок. Сегодня они обули и одели 20 семей на общую сумму более 60 тысяч рублей. И это бесспорно большое подспорье для родителей, чьи дети 1 сентября идут в школу. Рады мы очень. С детками у меня самой двое. Вот и они радуются все. Спасибо этому магазину. У меня 5 детей. Купили обувь. Ну, мальчика там, девочка. Я из Канашского района, деревня Артыкова. Купила тоже для детей спортивные костюмы, ботинки и тапочки. Ну, спасибо всем руководителям, директору там. Руку помощи руководство магазина протянуло многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Бабушка одного из таких деток была сердечно тронута таким вниманием. У нас семья многодетная, инвалид есть. Спасибо большое. К школе в рамках акции «Школьный портфель» и в рамках открытия замечательного торгового центра мы комплексный центр, Канашский комплексный центр социального обслуживания населения Минтруда Чувашии, выражаем огромную благодарность руководителю магазина «Планета. Одежда и обувь» Бабаджонову Бигиджону Мухибовичу. Свою благодарность за оказанную благотворительную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Так, приходите к нам в магазин «Планета. Одежда и обувь». Мы многосетки по России, и мы всегда рады вас видеть. И у нас очень низкие цены. Стоит отметить, что с ассортиментом товара мамы остались довольны. Если весь первый этаж отведен под обувь, она здесь классическая, спортивная, то второй этаж занимают ряды с одеждой. Куртки, ветровки, джемперы, пуловеры, джинсы, костюмы, платья и многое-многое другое. Что особенно порадовало покупателей, так это еще и приемлемые цены. В общем, одеться здесь можно с ног до головы. Я сегодня пришла специально к этому открытию. Вот, приобрела для себя курточку, джинсовочку. Вот такая она у меня удлиненная. Давно такой вариант я искала. Ну, вот вроде бы подобрал себе размер, который мне подошел. Ну и хочу сказать большое спасибо. Открылись ко дню школы уже. Многие ходят, люди сюда приобретают для школы обувь, одежду. Ну, кто что, все равно найдет для себя. Ну и спасибо. Пришли для школы покупать школьные вещи. Сумки, туфли, школьную форму, фартук. У меня 3 детей, я планирую так: блузку, фартук, сумки, туфли приобрести. Помимо выгодных покупок, посетители магазина «Планета. Одежда и обувь» получат возможность стать обладателями ценных призов. Для этого нужно совершить покупку, зарегистрировать купон, и 24 октября станут известны обладатели холодильника, стиральной машины, газовой плиты, телевизора и многих-многих других подарков. «Планета. Одежды и обуви» расположился в центре города, рядом с городским парком. Ежедневно приглашает к себе гостей. А сегодня, как гостеприимный хозяин, угощает канашцев вкуснейшим пловом от шеф-повара. Набрали вещи и пришли кушать теперь. Бесплатный плов. Очень вкусный. Открытие магазина и социальная акция «Школьный портфель» прошли максимально продуктивно. А если и вы желаете совершить выгодные покупки, то вам именно сюда, в «Планету. Одежда и обувь», рядом с городским парком. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.